Уфимский нефтеперерабатывающий завод – старейший из предприятий Республики Башкортостан, одна из градообразующих компаний города Уфы. Его начали строить в 1935 году. Спустя 3 года завод дал первые 117 тонн бензина прямой гонки. Во время Великой Отечественной войны Уфимский нефтеперерабатывающий завод снабжал фронт горючим. После войны Уфимский нефтеперерабатывающий завод активно развивался. Там строили новые технологические установки, совершенствовали те, что уже были. Современный Уфимский нефтеперерабатывающий завод – важнейшее звено в цепи предприятий нефтеперерабатывающей индустрии Российской Федерации. В целом на долю ОАО АНК «Башнефть» приходится 98,5% всей нефти, которую добывает в Башкортостане. Глава региона Ради Хабиров на этом объекте. Хотим представить вашему вниманию силы и средства наших аварийно-спасательных формирований, значит, на случай оперативного реагирования в непредвиденных чрезвычайных ситуациях, различных происшествий. У нас 3 экстренные службы. Это газоспасательное формирование, медсанчасти и пожарные. Сейчас вот пройдем ко всем, ознакомимся, какими средствами вы оснащены, какая техника находится в составе расчетов. В принципе, здесь вот представлены силы и средства производственной площадки УНПЗ. По большому счету, если какая-то серьезная непредвиденная ситуация, то у нас есть возможность усиливать бригаду за счет привлечения с Новоила, с Уфа-Нефтехима. Таким образом, мы обладаем достаточно серьезными ресурсами по ликвидации аварийных ситуаций. Да. Это сбор отходов, наверное, да? Значит, это у нас аварийный резервуар на случай розлива. То есть, если когда где-то на территории произошел разлив аварийный, порыв трубопровода, и нефтепродукт попал на грунт, не дай бог, угрожает развитию ситуации попаданием в водный бассейн. Соответственно, у нас есть передвижная техника, разворачиваем резервуар, откачиваем с грунта, закачиваем в резервуар и увозим на утилизацию к себе на установке. У нас есть установка биологических очистных сооружений, и там есть определенный специальный буферный пруд, куда мы нефтепродукт неизвестного состава размещаем, потом выделяем, разделяем от воды и возвращаем в переработку. Так, здесь это различные средства по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с загазованностью. Можно использовать в качестве хомутов. То есть, когда разрыв происходит, специальный пластырь надевается на оборудование, давлением закачивается и держит внутри. Этот хомут, по сути, да, такой? Да. И здесь непосредственно бойцы. Так вот они оснащаются у нас в костюмах химзащиты. Здравствуйте. То есть это вот в период, когда идет непосредственно ликвидация аварийной ситуации, в зависимости от условий. В принципе, вот такая форма одежды у них, экипировки стандартная. Импортная техника, да? Это импортная техника, это различные ножницы для раздвижения. Это передвижные газоанализаторы. Да. То есть, если, например, мы не знаем, какая воздушная среда, и для того, чтобы исключить попадание человека в загазованную зону, по периметру предполагаемой воздушной среды ставятся вот эти вот газоанализаторы. Они могут работать как отдельно, так и в системе. То есть, если один сработал, то все начинают срабатывать. А мы их на всякий случай выставляем, для того, чтобы заранее иметь информацию о том, что появляется газ. Не допустить взрывов, пожаров и так далее. Да. Так, это у нас медсанчасть. Передвижная, да? Да, передвижная. Здравствуйте. В принципе, здесь на дежурстве 2 человека, фельдшеры. Они постоянно на дежурстве, да? Постоянно круглосуточно дежурят, да. А вот сотрудники МЧС, они же не на службе, то есть это гражданские служащие, да? МЧС. Или они МЧСцы? Это получается, они сейчас у нас по договору. Это по договору нас обслуживают. Здравствуйте. 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 В прошлом году купили новую технику. То есть техника тоже у нас на балансе. Вот пожарный расчет, площадка МПЗ. Также круглосуточное дежурство. Постоянно находится на объектах есть прямая кнопка и плюс пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация сработала, то прямая связь, уходит информация в пожарную часть, и они незамедлительно выезжают на место происшествия. Если что-то тяжелое, то город может обратиться к вам, да? Такие Да. случаи Были, да, что когда город просил. Марат Мударович, обращались, да, за помощью?
Нет, постоянно Но помогает знаете, по да, что- нуждам, да, ага. да, да. Ну, в прошлом году вот была ситуация, когда у нас на западной дороге трава горела. Вот мы там немножко А помогали. вы выезжали, помогали, да? А так у нас взаимодействие по этим вещам хорошее. Это у нас вот как салат «Газпром» нефтехим, мы тоже пользуемся. Ну, южный курс, если что-то тяжелое, они идут и гражданские объекты тушат. Ну, тут взаимовыручка такая должна быть, а? А так вот, когда последний раз приходилось выезжать? Были тяжелые какие-то? Ну, последний раз, слава богу, мы выезжали на такие серьезные происшествия уже в 2018 году. Вот эта Периодически, история. ну, какие-то сработки сигнализации, они бывают. В любом случае, пожарная часть выезжает, убеждает. Даже если ложное срабатывание, они все равно обязаны выехать на место происшествия, прибыть, убедиться в том, что признаков загорания, очагов, там, загазованности нет, и после этого только отдается отбой. Если очень высокий риск возникновения загорания, такие работы тоже бывают. Мы специально привлекаем пожарный расчет, развертываем его в полную боевую готовность, и только после этого проводим работу. Такая ситуация тоже бывает не редкость. Хорошо. Спасибо. Хорошей службы. Спасибо. Это вот старый завод. Это старый завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод ордена Ленина. Он, еще раз, 20 июня 1938 года у него дата рождения. Первые 117 тонн бензина было получено. Вот на этот завод, не основная, скажем, основная это был вагон, а там львиная доля выпала ответственности в период ведения Великой Отечественной. А вот что он выпускал? Авиационную или танковую? В том числе авиационные, И авиационные, и бензины. и бензины. И более того, вот этот завод уже в те годы военные первым сделал топливо авиационное с улучшенными низкотемпературными свойствами. То есть это топливо позволяло... Полярные летать. летчики могли, да, летать? И вот в честь 75-летия нашему городу присвоили звание трудовой доблести, славы. Ну и вот руководство компании в прошлом году, в декабре, решило заложить аллею трудовой славы нашего коллектива. Здесь у нас в будущем планируется, вот прямо если пройдем, то есть на вот этом заводе у нас 5 героев. 3 героя Советского Союза и 2 героя соцтруда. Это вот здесь краткая история. Здесь у нас планируются бюсты вот наших героев. Будет 3 бюста. И дальше такие бюсты, не бюсты, а статуэтки в виде книг, на которых будут записаны имена всех людей, которые удостоивались тех или иных наград в течение своей трудовой деятельности. Тем более вот отсюда система заводов начиналась, да? Вот, Да, собственно, вот с этого завода начинается. А вот здесь будет электронная книга, доска почета, монитор, на котором будут самые доблестные работники, получившие честь висеть на доске, будут здесь вот у нас. Шимахов, это он, Это вот наши вот герои соцтруда, НПЗ именно. герой соцтруда, да, 59-й. Такая. Он 3 января только умер. Да, его недавно. Да, Даутов Викаш Набиевич. Это у нас установка визбрекинга. Крекинг у дрона – это, скажем так, мягкий термический крекинг. Разработана установка нашим институтом, Башкирским институтом нефтепереработки. В каком году ее? Вот эту установку запустили в 96 году. Сейчас вот с приходом Роснефти приступили мы к обновлению основных фондов. Вот эта вот серая конструкция – это печь технологическая. Это основной аппарат термического визбрекинга. Сейчас мы его меняем. Вот эту печь мы поменяли в прошлом году. За ней сейчас дойдем. Видите, там идет замена точно такой же печки. Двухпоточный визбрекинг, 2 потока параллельно работающих. Вот. Одна из самых, если не самая, скажем так, эффективная установка визбрекинга в России на сегодняшний день. У нас на сегодняшний день здесь есть возможность по регламенту, мы сейчас чуть ниже держим, одна печка, температуру держать на выходе с печи 510 градусов. Это как бы считается лучший результат. В основном визбрекинга работают 400, 440, 460 считается хорошо, у нас до 510. А кто конкуренты нашим заводам? В России есть вообще конкуренты? Вообще я считаю, что нам очень такие серьезные конкуренты. Вот если про Роснефтевые заводы говорить, это в первую очередь Лукойл и Газпром. Вот, если вы видите, смотрите, вот эта вот печь полностью собранная, работающая, а вот это мы только собираем. Это вот трубы «Змеевик» печной. Мы планируем в этом году эту работу закончить, полностью печь собрать и пустить в эксплуатацию.
эксплуатацию. Вы объемы не снижаете. У нас и инвестиции растут, и операционные затраты растут на капитальный ремонт. Потому что состояние оборудования требует вложения средств. И вот Роснефть, это, как сказать, это первый был момент, который она, когда пришла, обратила на это внимание. В целом, получается, данный процесс позволяет увеличить глубину переработки процентов 20-30. То есть до 96 года на этом заводе не было таких углубляющих процессов. И в перспективе пока, есть в перспективе более углубляющий процесс, это строительство установки замедленного коксования, но пока это перспективы более чем 5 лет. Поэтому на эту установку у нас на данном заводе очень большие, скажем так, планы. И она нам позволяет экономически более эффективно работать на сегодняшний день в условиях высокой конкуренции. И не всегда выгодных условий рыночных, конъюнктурных цен. Да, вот это у нас операторная. Вот сейчас у нас еще тоже одна из целевых программ – это перестройка операторных. Операторные планируются, мы сегодня с вами посетим, бункерного типа. То есть это железобетонный бункер с толщиной стен более метра железобетонными стенами. Это на случай безопасности? На случай, да. Если вдруг какой-то взрыв произойдет, то люди укрываются в этом бункере, и с ними никаких воздействий на них не происходит. Вот, значит, это реконструкция, это вакуумный блок. Его построили в 2004 году. Это еще дополнительно позволяет увеличить глубину переработки путем извлечения из крекинг-остатка средних дистиллятов и вакуумных дистиллятов. Вообще завод чисто топливного варианта. Здесь у нас одна установка АВТ, это первичный процесс, куда заходит нефть. 6 миллионов тонн в год перерабатывает. Тут просто автомобильный бензин, да, получается? Автомобильный бензин, дизельное топливо. Авиационный где? Авиационный мы делаем на производственной площадке на Ваю. Это вот операторная бункерного типа. Сюда мы свели, центр управления технологическими процессами целого ряда. Сейчас мы зайдем, там 6 установок объединены в одну операторную. Ух ты. Здравствуйте. Пройдем. Добрый день. Докладывает заместитель главного инженера по газокаталитическим процессам Демин Денис Евгеньевич. Значит, вы сейчас находитесь в здании объединенной операторной. Объединенная операторная – это одноэтажное здание бункерного типа, выполнено во взрывозащищенном исполнении и рассчитанное на ударную волну более 100 килопаскаль. Значит, толщина стен в операторной составляет от 0,6 метра до 1,2 метра. Предназначена для защиты персонала и размещения серверов, контрольных, инженерных станций, автоматической системы управления технологического процесса. 4 объектов. Это установка Л-35-5 с блоками гидроочистки бензина, процессом изореформинга, процессом каталитического реформинга, предназначена для получения высокооктановых компонентов бензинов. Установка Л-247, это гидроочистка дизельных фракций, предназначенная для получения товарного дизельного топлива, соответствующего качеству Евро-5. Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга. По докладу у меня все. Спасибо. А сколько человек здесь работает? Спасибо. Одновременно здесь находится до 25 человек. До 25 человек, да? А тут, наверное, система очистки воздуха автономная, да, все, если Здесь что. все есть, да. Тут бункер же, видишь, они окна сделали, чтобы это правильно. да, было ощущение. Психологически, да, это когда просто стены. Тут 8 часов посидеть. Причем тут мобильная связь не работает, да? Проводной интернет, получается. Да, для компьютеров, да. Спасибо большое. На этом предприятии сколько человек работает? Вообще штатная численность здесь 1922 человека. Это только у НПЗ. Если говорить в целом про 3 группы, про 3 завода, то у нас численность 8942 человека. Мне не сказать, что уж очень много. Хотя да, огромное немного. предприятие. Да. Это за счет автоматизации, наверное, да, процесса? Абсолютно верно, да. Вот непосредственно та установка, о которой мы рассказывали, Так. это одна из тех установок, которые нам... Это установка гидроочистки бензина каталитического крекинга по американской технологии Loomis.
Ее в каком году сделали? В 2014 году пустили. Вот она именно нам позволяет очищать бензин каталитического крекинга, характеризующийся большим содержанием серы, до требований стандарта Евро-5 и теперь Евро-6. Октан здесь достаточно высокий из бензина каталитического крекинга. То есть мы фактически 92-й бензин можем сходу получать прямо с этой установки. Вот. 95-й, конечно, мы компаундируем за счет вот установки. Тут у нас есть 35.5, это блок изомеризации и блок реформинга. Плюс на этом заводе есть производство высокооктанового эфира, метилтрибутилового эфира. Все это в совокупности, плюс тесная кооперация с Уфанефтехимом Новоилом позволяет производить бензины всех марок, там, всех сортов на сегодняшний день существующих. Ну, вообще рекорд, в моей памяти, мы бензина делали. Сейчас делаем где-то по рынку, по спросу 10-11 тысяч тонн в сутки. А делали, достигали 17-18 тысяч тонн. Ну, это было... Это в какие годы? Это, наверное, было, ну, года 14 вот так. Когда, ну, еще не было вот этих вот требований евро, и машины были такие прожорливые. Евро, главная задача евро повышения, это же выхлопные экологические. Конечно, заботы. конечно. Вот смотрите, Евро-6 относительно Евро-5 снижает примерно на 10-12% выхлоп вредных газов в атмосферу. И плюс увеличивает срок службы двигателя. Вот это как раз у нас сам комплекс, он уже достаточно старый, он 96-го года тоже, каталитического крекинга. Это тоже очень серьезный процесс, самый маржинальный процесс на нефтеперерабатывающих заводах. Очень любят такие процессы американцы. Это проект наш российский, это грозненский проект. Это вот компрессорные, высокие потолки, витражи легко сбрасываемые. То есть в случае, это водородный компрессор. Если вдруг где-то пропуск и произойдет взрыв, водород, он при дросселяции нагревается и самовоспламеняется со взрывом. Окна открываются, и как бы избыточное давление ударной волны рассеивается в атмосферу. Чтобы здесь все не разнесло, да? Она выходит. Да. Ну и чтобы обрушений не было, завалов и так далее. И сейчас вот я предлагаю как раз, сейчас мы вот все процессы, которые, скажем так, связаны с получением моторных топлив, а соответственно с образованием сероводорода и впоследствии серы, поедем, мы сейчас строим как раз еще одну нитку получения элементарной серы по французской технологии. Вот здесь у нас на этой установке 4 нитки серы, действующих. И мы сейчас хотим построить вот новую Smart Sulf. Здесь ее преимущество в том, что более глубокая степень конверсии. 99,5% сероводорода превращается в серу. И тем самым, опять же, снижаются выбросы. Вот эта установка, да? Да, это как бы она только строится. Это металлоконструкции и часть оборудования мы заказали. Значит, производительность у нее будет 3500 кубов в час. Конверсия сероводорода в серу 99,5%. Вот. Мы планируем сдать в объект в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас активно идет корректировка рабочей документации, до конца года планируем работу закончить. А также идет контрактование и закупка оборудования. А вот здесь вот что у вас, какая информация? Это смотрите, это вот если это индивидуальный газоанализатор. Если я пойду по установке и вдруг сероводород или как, ну, это на сероводород. Понял. Он будет пищать. Он токсичен очень, да? Он смертелен. Если они есть разные, они есть 4. Вот это у меня одноканальный, есть 4-канальный. Там на 4 на СО, тоже ядовитый газ, на сероводород, на углеводороды и на СО2. Спасибо. Это просто сделали остов, и на него сейчас трубы начинают, соответственно, вся эта. А труба вот эта вот, она была уже, да? Эта труба, да, это действующая труба. Дымовая труба действующая. Вот там дальше шумные, это как раз старые нитки серы получения. Мы их планируем в будущем, эту если построим, мы те две тоже остановить хотим на реконструкцию и, ну, модернизировать. То есть у вас постоянно идет модернизация, постоянно. А, наверное, по-другому никак, вы из рынка вылетите, Все да? верно, конечно.
Важный вклад Башнефти в экономику Республики Башкортостан, ну, даже трудно переоценить буквально, можно сказать. Вот сегодняшний визит ваш, какой результат? Значит, у нас сегодня, это не только вот мы тут прошли, посмотрели по территории, у нас сегодня состоится заседание межведомственной комиссии Башнефти и правительства республики. Но вы знаете, мы для того, чтобы активизировать наше взаимодействие наших предприятий и Башнефти, там много вопросов возникает и в целом правительстве, мы создали межведомственную комиссию. Она таковая у нас есть, соответственно, с Ростехом. Она у нас есть такая с Газпромом и с Башнефтью. Решаются самые разные вопросы. Ну, во-первых, мы сверяем часы и по развитию производства, по развитию инвестиций и так далее. А потом мы соединяем здесь, на этой площадке, соответственно, потребности наших предприятий и потребности Башнефти. Потому что, как бы то ни было, Башнефть, помимо того, что это крупнейший наш производитель, еще Башнефть – это крупный работодатель для огромного количества предприятий. Многие предприятия республики, они, собственно, являются клиентами Башнефти, а Башнефть – клиентами их. И здесь тоже постоянно нужно расшивать проблемы, которые возникают, организационные, бюрократические и прочее. Сегодня вот мы посмотрели на площадке, просто мы с Хасаном Курейшем договорились о чем с руководителем Башнефти, что несмотря на то, что сложная ситуация, проблемы с ОПЕК+, проблемы с коронавирусом, тем не менее компания не снижает объемы развития инвестиций, не снижает. Более того, по площадке нефтехимзаводов они в этом году увеличивают инвестиции более чем, порядка на 10%. Нам это важно. Вот. Поэтому вот мы решили на месте посмотреть, как дела идут. А сейчас, после завершения вот такой обзорной части, мы уже едем в правительство, и там будет уже непосредственно будем решать те проблемы, которые возникают. Их много, начиная от экологических проблем, которые возникают в ходе деятельности Башнефти. И подчеркиваю, завершая, что очень часто наши предприятия хотят попасть и стать поставщиками и услуг, и товаров для Башнефти. И здесь возникает ряд вопросов, которые нужно урегулировать постоянно. Башнефть идет навстречу Республике Башкортостан? Да. Знаете, вот мы для этого и создали межведомственную комиссию, потому что иногда, знаете, даже руководители договариваются, а на местах все это происходит, там, снижение темпа. Поэтому вот здесь с приглашением всего руководства Башнефти, приглашением всего руководства правительства мы эти вопросы и решаем. Спасибо.